Алейкум. Очередная торговая сессия от меня для вас, ребята, от вас. Только лайк и под этим постом комментарий. А также я оставлю ссылку на своем телеграм-канале. Можете переходить и участвовать в моей прямой трансляции. Абсолютно это все бесплатно. Так что начинаем. Получается, попытаемся заработать около $800 или меньше этой суммы. $500 тоже нормально. Тут 1 минута я на понижение захожу. И ждем результат нашего сделка. И тут был у нас, короче, уровень. Получается, локальный уровень сопротивления, как мы видим. Раз, два, три раза тут коснулся и обратный откат был. В один единственный раз пробой в данной области был. А сейчас, как мы наблюдаем, что-то тут ложный пробой должен быть. И лучше на 5-секундном таймфрейме смотреть, что тут происходит. Если что, можно было зайти на перекрытие. Тренд мы как бы уже видели на 5-минутном таймфрейме, а тут можно улучшить свою позицию и зайти еще раз на 1 минуту на понижение, как бы покрывать эту сделку. Если в случае чего не заходит, да, ждем результата. Сделка первая зашла минус. И в дальнейшем шаг вторая наша сделка подождем. И тут изначальный депозит у нас должно находиться. И попытаемся заработать тут, ну, плюс-минус 500 или $800 в эту торговую сессию. Это более-менее нормально. Так что ждем результат нашего сделка. И от данной области можно зайти на повышение. Чуть не успели момент. Ничего страшного. В случае чего можно зайти как бы на догон, да? Вторая наша перекрытие зашла в плюс. Тут есть боковичок, да? На данной зоне цена двигается как бы. И от этого момента мы воспользуемся и заработаем свои средства. А также не забываем подписаться на моем YouTube канале, чтобы цель добить 1000 подписчиков. А также в телеграм-канале вы можете участвовать, еще раз напоминаю, на моих бесплатных трансляциях. Так что там тоже прямые трансляции будут, где с подписчиками я зарабатываю деньги. Тут получается 8 секунд до окончания нашей сделки остался, да? И ждем результат. Результат забрали еще раз свой плюс. Правильно? Это дальнейшем шаг. Что делать? На данной валютной паре торговаться или не стоит? Можно торговаться, но найти точку входа сперва. Если найдем точку входа, то все будет идеальным. А эта точка входа не очень меня радует. Давайте заходим на 30 секунд. Наверное, я думаю, так лучше будет. Найти сперва точку входа, потом зайти на 30 секунд. Максимальный уровень обновили опять же на 30 секунд на понижение сделка. Ждем. Пробой будет или не будет. Я думаю, в конечном итоге тут должен быть пробой. Почему? Тут вот видим, 3 раза от данной области был откат. Но рано и поздно тут будет пробой. И тут тоже забрали свой плюс. Теперь на минутном таймфрейме ждем вот эту область, да. Можно на этом валютной паре забрать сколько денег захочешь, столько зарабатывать. Идеальная валютная пара, и мы будем идеально и зарабатывать. Пока что 200 чем-то нам показывает пакет option. Давай посмотрим на 15 минут, что тут происходит. Тут у нас был восходящий тренд, потом откат. Как бы теперь коррекция на повышение цены, да. Есть объем, который может давать нам хороший плюс, но отсюда можно зайти еще раз на повышение. Почему? Потому что на 15 минут мы видели то, что там есть объем.
Если что, прикроемся вот где-то в данной области. Вот тут. Если вдруг цена коснется вот данный уровень, отсюда можно потом зайти. Но вот тут опасная зона, особенно для новичков, чтобы заходить в сделку. Тут середина, не советую никому зайти. Тут получается у нас 25 секунд остался, да? И ждем результат нашего сделка. 4 свеча по 5 секунд. Посмотрим, как заканчиваются эти свечи. И дальнейшем шаг свой можно строить вот тут где-то. И потом уйти от этой валютной пары. Найти другой валютной пары. Тут 7, 6, 5, 4. Но эта сделка одна прошла. Теперь тут 61%. Ё-моё, так он точно 61% был? Это, видимо, да. Я не заметил, что ли? Потом пересматриваю ролики, посмотрим там сколько процентов было. А тут что происходит у нас? Давайте сразу на 10 минут на таймфрейме. Тут есть нисходящий. Тут можно зайти 1 минута на понижение сделок, как бы, да. Но идеально было бы вот от данной области зайти на сделку. Точка входа, имею в виду, сделать был идеальным. Но ничего страшного. Мы зашли, забираем свой естественный. У нас уже $399. А $197, который в начале был, это я в телеграм-канале с подписчиками мы зарабатывали вместе на прямой трансляции. Первая торговая сессия у нас была там. Сегодня пятница. Можно и торговаться. Потом завтра, суббота, воскресенье. Только, наверное, время хватит записывать на YouTube видео. И да, с понедельника по пятницу у меня в телеграм-канале будут проходить торговые сессии с подписчиками. Мы зарабатываем деньги. Тут 3 секунды остался, да? Забрали свой плюс, успели. Можно посмотреть еще на 10 минут. Ну, что тут происходит, да? Как бы тут говорит у нас то, что может быть откат от данной области, но я в это не очень верю. Но есть объем, который дал этот объем не просто так же, правильно? Правильно. Но зайти от данной точки на повышение это вообще ошибка. Почему? Потому что точка входа не самый идеальный. Поэтому лучше тут восходящий у нас тренд, да? Как мы видим, тут можно на понижение как бы зайти, да? И обновить данный коридор. По идее мы по тренду, да, двигаемся с коррекциями. А теперь давайте посмотрим на 5-минутном таймфрейме, что тут у нас происходит. Тут у нас происходит, получается, обновление данного уровня, да? Вот сюда, если цена коснется, то получается мы заходим на перекрытие. Цена может развернуться от данной области, а также может развернуться от данной области. Почему? Потому что тут был пробой, и тут есть 3 объемные свечи, которые дают нам об этом знать, да? Но тут у нас остался 10 секунд. Я думаю, 10 секунд уже не хватит. 5, 4, точка входа не самый идеальный был. Если ждали бы момента, да, то потом точка входа может быть идеальным. Если сейчас сделаем так, цена, если вот дойдет до данной области, мы зайдем на повышение сделка. Ждем результат 5-минутной свечи. И что тут у нас происходит? Обновили данную область или нет? Нет еще. Не обновили. Тень обновил телу, а вот эту тень мы не обновили, да? Правильно? Правильно. Поэтому, чтобы зайти тут, надо точка входа идеального найти и потом зайти. О, страшный гип. Давайте я меняю эту валютную пару. А тут что у нас происходит? Тут у нас сплошной нисходящий тренд. Можно зайти на повышение 1 минуту. Был откат, как мы видим, да? Но мы пропустили этот откат, потому что нас не было в этой валютной паре. А так идеальная точка входа. Но если мы
вовремя заходили бы, точка нашего входа вот от данной области была бы на оповещение. Ждем результат. И дальнейший шаг. Посмотрим, что можно принимать еще раз. Тут 500 уже 20 показывает, да? Пакет option минус 1 сделка, которая не зашла. И вот эта сделка, если не заходит, получается, это у нас будет на 3 догона, да? Третий догон будет, если это неудачно закроется. Ждем. Просто ждем. 10. 3, 2. Все, зашли на перекрытие сделка. Точка у нас идеальный. А это заходит в плюс, и получается мы будем в плюсе. Сейчас посмотрим на 5 минутам, что происходит. Да, тут было пробоя, да, данного уровня. И свеча, по идее, должно закрываться зеленым. Поэтому ждем результат. 30 секунд остается. И посмотрим результат. Обновили еще раз данную область. Не говори, что пробой нижний будешь, а? Я что, зря, да, заходил на эту сделку? О. Давайте сделаем так, разделим на 2 части, заходим на оповещение еще раз. Перекроемся. И 2 раза нам, получается, нужно зайти. Еще раз от данной области можно зайти на оповещение, да? И ждать результата. Ждем. Не паникуем, ждем. Если что, будем догонять. Что тут происходит? Ничего себе. Ничего себе. Не, это время у нас не хватит, ребята. По-моему. Вот это зайдет плюс, а это 8 секунд остался. 6, 5, 4. Это не заходит. Почему? Потому что сейчас свеча вот закрылась в данной области. Давайте сделаем так. Вот сейчас это проходит, потом мы меняем валютную пару. Мы уже в минусе. Получается. Это тоже не проходил. Окей. Аудикат на повышение, на повышение, на повышение, на повышение. Что-то сложновато, да? Уже. Теперь давайте на 5 минут посмотрим, что есть. Есть тренд. Двигались, обновили данную максимум, да? И свеча у нас заканчивался внутри этого коридора. Поэтому тут пробитие нижней. Это не знаю, что должно происходить, чтобы она пробила, да, нижнюю. Потому что у нас есть новый цел, который мы должны обновить данную свечу, который на верхнем был, да. Вот это получается. Мы катимся в сторону сюда. И потом от данной области можно еще торговаться как бы, ну, уже опасновато. Теперь я еще раз по 4 такого ставлю, да. И получается потом посмотрим, что из этого у нас получится. Тут что у нас? Откат, ложный, теперь обновочка. А тут у нас что? Есть уровень, да? Уровень есть. На понижение зайти можно, в идеале зайти на понижение, но не от данной зоны, а вот если коснется вот этого уровня, потом можно зайти на понижение, чтобы было увереннее, да. А так можно выбрать 30 секунд, да. Чем время меньше, тем лучше на таких волнах зарабатывать деньги. А почему я торгуюсь на минутном и 30 секундом, да? Это я в последнее время вот так 30 секунд захожу, иногда в сделки, когда
происходит обновочка каждого коридора. Сейчас я вам скажу, объясню, чтобы вам было всем ясно. Как мы видим, приближаемся к данному уровню, да. Отсюда можно зайти, вот, к примеру, на 30 секунд на понижение. Мы обновили данную зону, да. Теперь следующий наш шаг. Если тут пробоя будет, этого времени не хватит, да, мы улучшаем на 5-секундном свою позицию, да, от вот этого нижнего. Если цена сейчас развернется до сюда, от данной области можно зайти уже на повышение сделка, не на понижение. Почему? Потому что там был обновочка и уверенный свеча, да. Вот результат нашего сделка. Посмотрим, что тут происходит. Прошла. Теперь посмотрим, что тут было. Получается, у нас неудача была 169, 169. Это мы покрыли по 169, если еще мне придется торговаться, получается, по сколько? 169. Тут уже наш прибыль показывает 181. А тут я в моменте разговаривался и пропустил момент, да? Мы пропустили момент? Пропустили. Можно зайти на понижение? Нет, нельзя. Почему? Потому что есть объем и точка входа у нас не идеальна. Поэтому давайте лучше меняем валютную пару AUD до TC. Можно зайти на повышение. Сейчас посмотрим на 5-минутном, что у нас тут происходит. Тут, как мы видим, данная свеча, последняя минута остался. И это может быть пробой нижний, да? Ну, а также, как мы видим, от данной области сколько раз разворота было. Теперь зайдем на 5-секундный, улучшаем свое, как бы, место для входа. И потом зайдем на сделку или на сделку. Вот так, да? Можно зайти на повышение одна. Сколько минут зашел? Блин, надо было 1 минута зайти. Я 30 секунд заходил. Но теперь что делать? Ничего страшного, да? Ждем. Бинго. Взяли. Еще раз, может, вот до сюда, если докатнется, да, цена, можно еще раз попытаться зайти на повышение. Либо второй вариант событий, отсюда на понижение, а отсюда на повышение. Понижение, повышение. Давайте это отмечу я красным, чтобы всем было понятно. А это зеленый. Повышение, понижение. А вот это середина. Это уже опасно. На 10 минут, мои френды, посмотрим, что. Был объем. Был объем. Правильно? А новая свеча начался у нас. Теперь ждем. В моменте ищем свою выгоду. Тут давайте сделаем минутную, потому что уже 30 секунд. Это более-менее опасно для входа. Что у нас происходит? Ждем. 445 показывает. Ждем. Цена катится куда мы хотим, но мы чуть рано заходили на сделку, да? Ничего страшного, если что, прикроемся. И вот отсюда у нас получается на повышение, да, сделка будет. Ждем результат. Еще два вот такой плюсовой заберем мы. Получается уже $800. Получается плюс-минус мы уже зарабатываем, да. 25 секунд остается. Угу. Мы зайдем на прикрытие. Ну, от данной области логичнее было зайти. Но, как я вижу потенциал, да, можно отсюда тоже зайти. Почему? Потому что там был объем. Правильно, где это объем? Вот, мы коснулись этого объема, да.
данной области, да, а перед последней свеча, как мы видим, просто густую тело маленькое и тень такой длинный. А эта свеча обновил данную тело, и теперь вероятно, что на понижение шансов больше, потому что эта свеча, по идее, должна заканчиваться тенью. Не телом, а тенью. 17 секунд. Тут реально играет роль нашего времени. Хватит это или не хватит. Поняли, да? В чем суть? 5 секунд. 3. Все, забрали. Теперь можно спуститься на изначальный депозит и валидную пару просто так менять. А или цены вот здесь это не особо. А вот как мы торговались тут. Но как видим, цена вот сюда двигается, да, где я вам сказал, что цена куда может двигаться. И да, вот, как видим, есть объем, да. И теперь опасно. Можно было еще раз зайти вот от данной области. Теперь тут может быть сплошной пробой. Давайте 1 минута на повышение заходим. И после этого просто так отсюда надо двумя ногами, короче, бежать куда подальше. Потому что с этим объемом не надо штыть. Эта тень не просто так тень. Тут есть продавцы, которые продают, а тут покупатели. Я не очень уверен, что тут много кто заходит на покупку, да. Как бы я, да, единственный, кто захожу в такие сделки. Задержка должна быть на каждом уровне, да, поддержки и сопротивления, а также потом пробой. А если резкий пробой будет, оно дает нам знать, что тут сейчас будет резкий пробой. А как узнать про это всего, да, вы думаете? В моем телеграм-канале заходите и задаете вот эти вопросы, и я отвечу на каждый ваш вопрос интересующий. Так что забрали свой плюс, опять же, да. И тут посмотрим, сколько удалось нам зарабатывать. По $700 удалось зарабатывать или нет. Давайте теперь на изначальный депозит сумму, которая у нас была, на это заходим и посмотрим тут, что происходит. Вот тут идеальный момент, если вот цена дойдет до данной области, можно рассмотреть варианты на понижение. Прежде чем рассмотреть варианты понижения, мы 5-минутный таймфрейм посмотрим, что тут интересного есть у нас. Это получается локальная точка, наша поддержка была, да? Цена коснулась, пробила и так далее. И тут есть уровень поддержки, который, да, цена может дойти до данного области. Теперь, чтобы зайти на сделку, мы должны коснуться вот эту линию. Теперь посмотрим, эта линия у нас где находится. Вот тут находится, видите? Но от данной области можно тоже, по идее, вот отсюда где-нибудь, если дойдет цена, да, зайти, да, на незначительном пункте. Ну ладно, я зашел уже. И тут что у нас? 600 показывает что-то. Не обновился, наверное. И да, а также можно вот с этого уровня рассмотреть варианты на повышение цены. Ждем результат нашего сделка, потом посмотрим, что будет тут. Обнови, да ё-моё. Мы в шикарном плюсе должны быть. В шикарном плюсе должны быть мы. 20 секунд остается. Не обновили. Сейчас эта сделка проходит. Если эта сделка обновится, да, значит, получается, мы 600 чем-то зарабатывали, да? Общую сумму. Нет, уже, видите, обновился 774. И вот это плюс, получается, 77 $800, как обещали и зарабатывали. А также не забываем про лайки, комментарии. И да, ребята, переходите на моем телеграм-канале, будут проводить прямые трансляции, где вы сможете со мной зарабатывать. Так что удачи всем, хорошего дня.